Ну и поскольку вы возглавляете, Владимир Васильевич, Росгвардию, то я хотел бы, чтобы этот образ именно был в рядах Росгвардии Российской Федерации. Ваше Святейшество, благодарю вас за этот дар. Хочу пожелать вам многие лета во славу трудов ваших. И хочу довести до вас и до всех присутствующих здесь прихожан о том, что войска Национальной гвардии совместно с вооруженными силами Российской Федерации выполняют все поставленные задачи в ходе этой военной контроперации. И хочу сказать, что да, не все идет так быстро, как хотелось бы, но это только лишь потому, что нацисты прячутся за спинами мирных граждан, за спинами стариков, женщин, детей, устраивают огневые позиции в детских садах, школах, в жилых домах. Но мы идем к намеченной цели шаг за шагом, и победа будет за нами. А эта икона будет защищать русское воинство и ускорять нашу победу. Ассалаумағалейкум, қадірменді қазақ елі. Қалдарың қалай? Сіздермен байланысқа шықпағалы көп уақыт болды, сондықтан көп ұзамай бастай берейік. Итак, пока украинские патриоты продолжают героически сражаться с российскими оккупантами, которые вот уже почти 2 месяца пытаются взять Киев за 2 дня, руководство нашей страны по-прежнему сохраняет нейтралитет и занимает выжидательную позицию. Что, в принципе, логично в нашей-то ситуации. Но что радует, так это то, что Ахорда не признает никаких ЛНР, дыр-дыр-дыр и оказывает Украине гуманитарную помощь, а это очень важно. Была серьезная помощь, а о ней я сейчас могу уже говорить открыто, когда мы доставляли в Украину каски и бронежилеты. Буквально вот неделю назад правительство Украины признало, что каски и бронежилеты тоже являются частью гуманитарной помощи. Поэтому эта помощь оказывалась и будет оказываться, потому что, вот, пользуясь случаем, я как гражданин Республики Казахстан могу сказать, сегодня украинцы воюют с Россией не только за свою родину, за свои дома, но в том числе и за светлое будущее нашей страны, Казахстана. Они приняли огонь на себя. Ведь русский мир — это большая зараза, которая своим фашизмом, если дать ему волю, уничтожит все вокруг. Именно поэтому Украина и сражается, потому как русский мир пришел к ним домой. А у нас еще пока есть шанс решить эту проблему мирным путем. Но как, если даже вещание российских федеральных каналов в нашей стране не прекращено? А ведь это один из мощнейших инструментов по ведению информационной войны. А так как сегодня Казахстан по-прежнему тесно связан с информационным пространством Российской Федерации, кремлевская машина пропаганды работает у нас весьма успешно. Что ярко выражается в том, что население преимущества северных регионов сильно подвержено этой пропаганде, а война в Украине это только подтверждает. Ведь согласно открытым статистическим данным Google Trends, со дня начала войны в Украине казахстанские жители северных регионов, а именно Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Акмолинской и Костанайских областей, активно интересовались ходом военной интервенции. Жители вышеперечисленных регионов и Западно-Казахстанской области больше всего выслеживали в поисковой системе слова «царь» и «Путин». Жители Северо-Казахстанской области больше всех искали информацию о ДНР и ЛНР. И, как известно, все российские пропагандисты называют вооруженные силы Украины фашистами и неонацистами. И со дня начала так называемой спецоперации жители приграничной с Россией Актюбинской, а также Акмолинской и Северо-Казахстанской областей больше, чем другие регионы, интересовались происхождением и смыслом значения данных терминов. Эти поверхностные факты наводят на мысль, что сегодня в нашей стране государственная идеологическая политика, мягко говоря, хромает. Оттого и количество людей с пророссийской ориентацией весьма велико. Но что еще страшнее, так это то, что у нас те, кто борется за правое дело, может получить 5 лет тюрьмы за слово «ватник».
А вот те, кто открыто призывает всяких дядек вторгнуться в нашу страну, отделывается уходом с работы по собственному желанию. И потом еще в беседе с Тангербергеном Бердонгаровым впаривает туфту про проклятый Запад, накачивающий нацизмом Украину, а теперь и Казахстан. Идем далее. Недавно православные Казахстана отмечали христианский праздник Вербное воскресенье, и 17 апреля жители Павлодара на территории Благовещенского собора отпраздновали это событие. А сегодня у них Пасха. Мы за межконфессиональное согласие, но все бы ничего, если бы не появление вот этого ряженого персонажа, символизирующего силу русского воинства. Почему казачьи организации до сих пор не прикрыли в нашей стране? Для сравнения, вы просто представьте, если казахи, башкиры или татары в России в месяц Рамазан или любой другой праздник будут наряжаться в кипчакские панцири или расхаживать в тюрко-ордынских доспехах. Как думаете, какой будет реакция россиян на это? Я думаю, вы догадываетесь. Теперь от проблем идеологических перейдем к проблемам национальной безопасности. Помните алматинского стрелка Игоря Дужнова, который воевал на Донбассе, а после возвращения в Казахстан в сентябре прошлого года убил 5 человек? Почему такие элементы, уехав воевать за русский мир, беспрепятственно возвращаются в Казахстан и спокойненько так себе передвигаются по стране? Где были наши спецслужбы? Почему они его проморгали? Вряд ли кто-то ответит. Если верить заявлениям КНБ, с февраля по апрель текущего года в Казахстан въехало свыше 128 тысяч россиян. Интересно, сколько среди них подобных Игорев Дужновых? Может, не стоит пускать в дом кого попало? И вообще, почему наша страна напоминает какой-то проходной двор? Ни языковых тестов, ни экзаменов. Но и это еще не все. Игорь Дужнов, находясь под стражей, заявил, что, отмечая День Победы над фашистами, в нашей стране осуждают тех, кто с ним якобы борется. Это он так про Россию. Плюс к этому он добавил, что он считает себя освободителем народа Казахстана от иго-олигархической системы. Ну какой он талантливый, однако. В 2014 году ездил освобождать украинский народ от фашистов, а сегодня освобождает казахстанцев от олигархов. Ну прям герой. Двигаемся дальше. На фоне возросшего победобесия среди русскоязычного населения по случаю вторжения России в Украину, неизвестный активист опубликовал петицию по переименованию Павлодара и Петропавловска на Ертес и Кызылжар. Она бурно обсуждалась в соцсетях, где в отношении сторонников переименований летели самые лютые оскорбления и угрозы Майданом и Украиной. Так вот, итоги петиции оказались положительными в пользу переименований, но главы регионов ответили, что пока такие вопросы не стоят на повестке. Но даже если и так, есть и хорошие новости. Пока еще в Усть-Каменогорске улицы Чапаева, Суворова и Кутузова, согласно государственной программе деколонизации, хотят признать идеологически устаревшими, и их должны переименовать. В этой связи в акимат Усть-Камана поступило предложение по переименованию 19 улиц города. Список улиц появился в соцсетях, и власти подтвердили, что он подлинный. Переименовать предлагается в частности улицы Куйбышева, Суворова, Чкалова, Степана Разина, Чапаева, Кутузова и Колхозную. Вместо них появятся казахский Зангар, Шалкар, Шарал и другие. Так что работайте, братья. Сондықтан, достар, қалай болса да, тиыш қана өзіміздің ұлттық идеологиямыз ақырындап орнатылып жатыр. Баяу жүрсе де, ісіміз оңды болсын. А на этом наш выпуск подходит к концу. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Поддерживайте канал репостами и финансовой помощью. А мы, в свою очередь, будем стараться чаще радовать вас новым контентом. Сау саламат, келесі роликтерде көріскенше. Сау болыңыздар.